Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что происходит у него дома? Кто в его сердце? Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам нравится. Загадайте его на красный песок и спросите, что происходит у тебя дома, кто в твоем сердце. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вашего мужчину. Так, ну сразу скажу, это мужчина не свободный. То есть, либо вы смотрите на своего мужа, либо на того, с кем вы вместе в паре, в браке, в отношениях, либо вы смотрите на женатого. Здесь именно тот вариант. Если ваш мужчина абсолютно свободный, и вы не встречаете, а просто загадали мужчину, который нравится, не ваше гадание, переходите на другие видео, либо на другие каналы. Здесь мужчина с обязательствами. Здесь дважды вышли обязательства. Причем я могу судить так, либо у него уже был брак, либо отношения до вас, либо они сейчас происходят. Давайте я буду рассказывать по две истории. Если мужчина сейчас при браке, при брачных отношениях, не с вами, с другой женщиной, то там все очень, очень грустно. Очень грустно, очень плохо, но их очень сильно связывает какая-то материальная база и какая-то вот ответственность. То есть человек либо очень сильно вложился в эту семью, либо у него, например, там, я не знаю, ипотека есть, да, то есть он должен еще вкладываться. То есть он где-то на посерединке находится, да, то есть и выйти он не может, и остаться ему тяжело. То есть там женщина очень меркантильная, там женщина очень стервозная, там женщина очень агрессивная, и у этой женщины очень мощная поддержка. Может быть, семья, знакомые, приятели. То есть она этого человека, извините за бубенцы, постоянно дергает, и он как будто бы, знаете, знает свою место. То есть, что бы он там вам ни говорил, не обещал, на ближайшие несколько, может быть, даже лет, извините, да, я буду говорить как есть, я не буду тут ради хайпа искажать информацию, я не имею на это права. Этот человек не сможет от нее освободиться. Этот человек освободится от женщины, с которой он сейчас находится вместе, через 3,5-4 года. Только в том случае, то есть эта женщина, скорее всего, кого-то себе найдет побогаче, по увесистее, знаете, вот такого, по статуснее мужчину. Она найдет, она его оставит, причем оставит она его, извините меня, только в одних трусиках, и то в дырявых. Она заберет все, что на что глаз, вернее, упадет. Все, что имеет хоть какую-то минимальную ценность, да, она все заберет. Женщина, конечно, стерва, она коварная, но она, знаете, такая, она живет ради себя, ради детей. Вот если есть ребенок, она себя оправдывает, что что ж, я ж терпела, да, я ради ребенка терпела, значит, мужчина должен оплатить. Жизнь там, конечно, война. Война, причем жесткая, война каждодневная, война без продыха. Они на улице, на паблике, да, вот перед другими людьми играют счастливую семью. То есть там им, ой, любимый, ой, дорогой, там и Тёмы, да, вот такая семейка. Когда закрывается дверь, все, там начинается полет всяких предметов в сторону друг друга, оскорбления, обзывания, разбитая посуда и прочее. То есть жесть. Там происходит жесть. Человек все понимает, но он слабенький по характеру. У него такое воспитание, что вот его там приучили быть ответственным. Опять же таки, жадность какая-то есть. Но это обычное человеческое качество. Да? Вот все-таки жалко того, что он потратил. И единственное, что он не понимает, что он недооценивает эту женщину. Конечно, он понимает, что она стерва, но он не понимает, что она с него, извините, последняя, исподняя заберет. Вот этого он не понимает. Он все-таки надеется на какую-то ее порядочность. Потому что сам он человек еще не скотина. Он тоже порядочный.
Ну, по крайней мере, так он воспитан. Я не знаю, тут женщина очень хитрая. Я не удивлюсь, что она его даже какими-то, может быть, нездоровыми, неправильными методами завлекала в брак. Я не буду говорить про магию, я ее не вижу здесь. Нет, здесь может быть шантаж, может сказала, что забеременела, может там пригрозила родственниками. Тут ситуация может быть разное, но то, что была именно манипуляция, шантаж и психологическое воздействие, это 100%. Может, она ему сказала, что ой, ты у меня первый, у меня там религиозная семья, я больше там замуж не выйду. Ну, понимаете, тут такая вот актриса, причем достаточно жесткая. Если мужчина не свободный, там очень плохо, очень плохо. Он вами дышит, он вами живет, вы та звездочка, которая помогает ему жить и стремиться в будущее. Знаете, ему очень стыдно за то, что он не может дать вам то, чего вы заслуживаете. Его мечта, чтобы вот прям добрый волшебник, да, махнул волшебной палочкой, вы бы были вместе. Вот такая ситуация. Если это мужчина ваш, если мужчина вы загадали на своего мужа, либо на того, с кем вы в паре, в отношениях, просто хотите посмотреть, да, что происходит у него там, например, с родителями. Ну, там абьюз идет. Извините, тут женщина вышла именно стерва. Там идет абьюз, она может ему говорить: ой, сыночек, ой, там ты мой милый, дорогой, любимый. Но на самом деле нет, она манипулирует, она очень много с него требует, берет, он вам просто не рассказывает, сколько денег он тратит, например, на свою маму. Если у мужчины была семья, то есть бывшая, то есть же может, знаете, такую вот прям жадную мохнатую руку туда к нему в карман постоянно вот запускать, и мужчина стесняется. Здесь мужчина чувствует себя виноватым перед вами. Как ни крути, ваш ли это мужчина, чужой ли это мужчина, да, то есть, ну, в смысле, женатый, он всегда чувствует себя виноватым. Он от вас многое скрывает. Скрывает вот именно состояние общения с другими женщинами, будь то бывшая, будь то жена, будь то мама, потому что женщины там коварные, женщины там подлые, и женщины там его используют. Ему стыдно признаться. Вот такой момент происходит. Он понимает, что вы ангел, он понимает, что нету слов, чтобы оправдаться, да, почему такая жесткая ситуация происходит в его жизни. Поэтому, мои дорогие, этот человек в доме у него трэш, извините за слово, но так оно и есть. Ну, если смотрите на своего мужа, еще раз говорю, вот он вынужден, как белка в колесе, да, он очень много скрывает, ему от этого плохо, он каждый раз думает, какую бы мне там историю придумать, куда деньги делись, 100% не говорит точно, сколько он получает, он может даже какие-то попросить фейковые там ведомости, либо там расчетные листочки делать, да, чтобы вас обманывать. Есть женщина, которая с него, извините меня, насосом деньги качает. Вы вот проверьте, прям озадачьтесь, да, и вы найдете, вы поймете. Насколько эта будет информация для вас нужна, конечно же, это вас очень расстроит. Но я говорю то, что я вижу. Я не буду тут скрывать ради там какой-то подсластить пилюльку. Я этого не делаю. Еще раз говорю, я не имею права на то, чтобы искажать информацию. Я должна говорить только то, что я вижу. Вы простите, если кому-то это не нравится. Отпишитесь, пожалуйста, не смотрите мои видео. В общем, я так выполняю свою работу, выполняю ее на совесть. Что я хочу вам сказать? С этим мужчиной, ну, его нужно забирать. Его нужно забирать из тех условий, в которых он находится, перевозить, отвозить, уезжать. То есть, понимаете, пока он находится на том месте, где он находится, ничего хорошего в его жизни не будет. Он себя очень сильно эмоционально тратит. Знаете, вот я не хочу каркать, но у этого человека, у него прям такой, знаете, вот прям он вышел на путь, который ведет к какому-нибудь там инсульту, инфаркту, да, каким-нибудь вот таким осложнениям. Слишком много он себя загоняет, еще плюс помноженное на внутренние переживания, на то, что он должен там перед вами выкручиваться, лукавить, да, где-то вам привирать. Это вот совесть очень сильно на него давит. Этого мужчину нужно спасать. Если мужчина этот женат, ну, я вам сказала, здесь раньше, чем через 3,5-4 года вы его не вытащите. Если у мужчины там мамы, бывшие и прочее, то здесь нужно его перевозить в другое место жизни, да, то есть менять локацию, другой город, другая страна, как получится. Только в таком ключе вы сможете этого мужчину освободить, более-менее дать ему продых. А мужчине это очень-очень уже нужно.
Так, что в его сердце? Ну, в его сердце тут вот без вариантов. Кто смотрит мои гадания, львы в его сердце, любовь к вам в сердце. Этот мужчина, знаете, вы могли загадать на мужчину, который, ну, он о вас мечтает, он вами живет, он вами дышит. И этот мужчина, ему, понимаете, ему даже не столько интим нужен, сколько просто понимать, что вы есть, и что вы к нему хорошо относитесь, и что вы к нему с душой, что вы его любите. Это человек добрый по душе, он, сердце у него такое, знаете, мягкое-мягкое. И этот человек, как никто, умеет любить, он умеет чувствовать, он умеет принимать. Но вот эти женщины, которые в его жизни крутятся, вот как хотите, есть в его жизни, вернее, в жизни его женщины, которые вот прям, они его немножечко сбили с пути. Он стал более жесткий, он стал более такой, знаете, может быть, где-то даже продуманный. Но представляете, как это жить, да, столько много лет и пытаться вот как-то выживать, выкручиваться, ну, понятно, привирать. Он уже иногда и сам не знает, что он делает, врет ли он, правду ли он говорит. То есть даже мысли, он сам себя даже может обманывать. То есть мужчину нужно будет лечить, понимаете? Мужчину нужно будет лечить, достаточно такую, знаете, прям терапию любви ему нужно будет давать. Показывать своим примером, что такое честность, что такое правда и что такое настоящая и добрая любовь. Ну что, мои дорогие, давайте подведем итог. Человек загнался, человеку нелегко, человека нужно спасать. Если вы именно та женщина, которая решила связать свою жизнь именно с этим человеком, то путь ваш будет непростым. И путь спасения, он будет достаточно такая, знаете, сложная операция по спасению этого человека. Но я вижу, что вы справитесь, потому что и я вижу, что и вы любите, и он любит. То есть, знаете, я еще даже вам прогноз такой сделала на будущее. Вот ваша любовь, она только лишь будет расти и приумножаться. Так, мои дорогие, на этом отсыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.